Их цель – спасти. Для этого необходимо постоянно проводить сборы и искать новые решения для привычных задач. В Алданском районе прошли первые комплексные учения службы спасения Якутии. В течение 3 дней в непролазной тайге спасатели выявляли лучших в нескольких дисциплинах. Безопасность спасателей превыше всего. Даже находясь на сборах, сотрудники службы всегда одеты в фирменную одежду. Кроме этого, у каждого из них должен быть противоклещевой костюм. Всем участникам выданы такие оранжевые жилеты, чтобы в лесу, в тайге было четко видно. А мы организаторы в этих своих комбезовых. А так, по регламенту сейчас клещевое время, поэтому все ребята на цифалитках. 15 спасателей из районов Якутии были поделены на 2 команды. Так, одна бригада называлась «Ботур», а вторая выбрала название «Саарба». 2 верхнеуглийских здесь, 2 верхнеуглийских здесь, 1 татинский здесь, 1 татинский здесь, 2 русин здесь, 2 здесь, а рубильный тоже. Мы сборные специально сделали. И пока сейчас командиры автомобильного подразделения, они уже старики нам за руль, только позволено садиться им на этом этапе. Такие вот будем делать для только вот поступивших. Вот в данном случае ребята вот еще классности не имеют, только поступили на службу, и работают там 1-2 год только. Территория, где, собственно, и проходили учебно-тренировочные сборы, была выбрана не случайно. Будут сложные упражнения, имитации. Но вот это вот тренировка по выживанию. Обычно мы проводили до ковида постоянно зимой, весной, в снегу проводили. Вот. Но потом остались и вот начали вот Валерий, он инициировал, давайте вот проведем на этой местности. Алданский район славится своим густым лесом, бурными реками и наличием железнодорожных путей. Ребята же должны разные ареалы видеть, сами поучаствовать, сами походить. Тут уже настоящая тайга, а не парковый лес, можно сказать. И время такое сейчас, начало лета, ручьи все, и в тайге, и только вот выходите, и получается, ходить по лесу сейчас более чем сложнее, чем осенью, можно сказать. Потому что вся почва отдает влагу, только отогревается, где-то еще наледи лежат, а где-то уже конкретно отогрелось, что УАЗик может сесть на мостах, можно сказать так. Что стоит во главе обязанностей спасателей? Конечно же, спасение якутян. Различные сценарии вызволения и были отработаны в ходе учений. Застрявший в грязи автомобиль или эвакуация заблудившегося грибника – это не стало проблемой для спасателей. Находясь в автономном существовании, спасатель должен быть готов искать людей. Вот, при этом и сам должен выжить, тоже выживать, вот, и найти пострадавшего. Поэтому весь комплекс мероприятий, начиная как здесь организовать палаточный городок, питание, как в условиях болота, допустим, вытащить машину, кросс и так далее. Весь комплекс мероприятий за 3 дня они должны пройти для того, чтобы на практике уже, чтобы имели знания, умения, навыки. Река Мдучу стала как полигоном испытаний, так и местом базирования спасателей. Разбитие лагеря, готовка пищи пусть и не входили в зачет команд, но навыки быстрого развертывания всегда пригодятся спасателям. Бывают случаи, когда вот выезжаешь на любые выезда, там ты распределяешь, кто-то отвечает за материал, за продукты, кто-то за технику, распределяемся-то. А в целом, да, конечно, если спокойная обстановка, то на базовом лагере все делается, все вместе. И у нас за час управились, можно сказать. При спокойном при спокойной обстановке. Даже находясь в полевых условиях, спасатели находят возможность готовить пусть и не изысканные блюда, но максимально сытные. В данный момент у нас готовится жаркое по-домашнему, в полевых условиях, в афганском казане. Мясо, картошка, овощи. Еда, как и в любом походе, должна быть калорийна и питательна. Отлично. Соли чуть не хватает, мне кажется. Да.
Любой палаточный городок должен располагать удобствами. При этом все должно быть по правилам и соответствовать санитарным нормам. Установили палатки, подготовили костровое место, подготовили место для умывания, подготовили уборные. Приблизительно в час уложились со всем этим. Команда у нас отличная, я думаю, выиграем. Назвались мы «Батур», поэтому победа с нами. После обеда спасатели ждали испытания. Первое задание, которое предстояло пройти командам – Падараан-Аян. Преодолеть грязь в труднодоступной местности задача не из простых. Проехав несколько километров, служебный УАЗик застрял. Вытаскивать его предстояло участникам сборов. Мы запланировали как в соревновательной форме. Здесь мы разделили спасателей по 8 спасателей на 2 группы. И каждый этап, каждое мероприятие проводится в виде конкурса, в виде соревнований. Поэтому здесь и накал тоже повышается. Вот на данный мы смотрим второй этап, это у нас езда по бездорожью, что очень тоже важно для водителей, для спасателей. Вот, и как они вытаскивают застрявшуюся машину. Это тоже интересные мероприятия. Шикарные ощущения. Работа весело и задорно. Отлично. Никто без дела почти не стоит. Водители знают, что застрявший автомобиль вытянуть непросто. Для этого надо изловчиться и придумать хитрые схемы по извалению железного коня из грязи. 2 стропы и домкрат, хайджек. Будем пробовать импровизированную лебедку. Тянуть так. Незабываемый опыт. Мне все абсолютно понравилось. Было интересно. Я впечатлен на самом деле. Мы нашли общий язык. Я своей команде благодарен. Сильные, стойкие мужики. Никто не сдался. Все помогали, чем могли, когда нуждались. Мне они в основном помогали. Что я не особо знаком с этим всем. Я получил опыт. Все это полезно. Для любого, так скажем, человека это полезно. Кто любит охоту также, выходить на рыбалку. Все это помогает. Обе команды показали, что, несмотря на все преграды, они могут выйти победителями из любой ситуации. Было сложно, я бы сказал даже очень, так как местность болотистая, торф рвется, резина у нас, соответственно, шоссейная. Для этого мы и старались на неподготовленной машине ехать, чтобы понять, насколько мы можем. Прошли мы эту трассу за 3 часа, много где застревали, много боролись, зато было весело, командная работа. Если первой команде потребовалось более 3 часов, то второй менее получаса. Работа проведена хорошая, то есть командная работа. Проложили трассу, которую должны были пройти, и вот успешно прошли за 28 минут 28 секунд. Опыт некоторых ребят сыграл большую роль. И вот всегда в плохих дорогах всегда же надо разведку вести, поэтому разведывали, пролаживали там дорогу немного, и тоже водитель у нас Артем. Красавчик. Завершился день конкурсом талантов. Команды спели отрывки песен. Обе команды выбрали патриотические композиции. Про того, которого любила, про того, чьи песни берегла. Я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Второй день учебно-тренировочных сборов предвещал поиск потерявшегося. Ставимся в цепочку и полностью. Левый фланг, правый фланг, прямо. Что, нас мало? Попробуем так. Методом прочесывания будем искать. Некоторые участок леса они сплошным прочесыванием ходили, использовали беспилотные летательные аппараты, в данном случае коптеры. У каждой не одинаковая легенда. Например, у первой команды была найти человека 60-летнего, у которого свой охотучасток. Во второй был молодой парень.
Вот, и они сами оказывали первую помощь на месте, и мы оценивали его, который они сдали на отлично, можно сказать. Каждой из команд потребовалось чуть более 7 часов, чтобы найти пострадавшего, успокоить его и соорудить носилки. Были сделаны носилки из подручных средств, и была проведена первая помощь пострадавшим. Ребята молодцы, все четко сделали, но есть небольшие недочеты, которые будем разбирать в ходе проведения вот этих учений. Кроме демонстрации практических навыков, спасателей ждала и теоретическая часть. Им предстояло ответить на вопросы о корректном спасении потерявшихся в лесу. Какой символ в международной кодовой таблице сигналов «Земля-воздух» должен выложить пострадавший на земле из веток, камней или тканей, чтобы сообщить поисковому самолету? Нужны медикаменты. Наиболее зрелищным днем учений стал третий день. Спасателям предстояло состязаться в умении маневрирования моторной лодкой. Сложности доставляла река. Она была горной, а вода в ней холодной. Нередко спасателям приходится помогать тем, кто потерялся не только в труднодоступной, но и в сложной местности. Еще одним запоминающимся заданием стала альпинистская подготовка. Участникам предстояло спуститься с моста вниз по тросу. Для этого они применили все знания и умения. На втором этапе спасателей ждала переправа по тому же самому тросу. На этот раз он был натянут между опорами моста. Все. Тут речка маленькая, как раз для отработок очень хорошая. И альп-подготовка была. Альп-подготовка тоже это наша естественная работа тоже. Живем в Овчинной республике. У нас и горы есть, и реки есть, труднодоступные места везде. И это все отрабатывается благодаря таким учениям. И по дороге вот наши автомобили тоже показали себя. И ребята все слаженно отработали. Учебно-тренировочные сборы службы спасения проводятся регулярно. В этом году учение было принято организовать не только в теплое время года, но и в сложной с точки зрения географического положения местности. Дело в том, что мы год проводим, в основном весенний, летний, осенний период, около 1500 поисково-спасательных работ по всей территории. Поэтому мы круглогодично спасателей обучаем по разным темам. И здесь мы проводим как подведение общей практической подготовки. Тема обучения – это выживание в условиях автономного существования. 15 спасателей, 3 дня, задания различной степени сложности и внештатной ситуации. Это все учебно-тренировочные сборы службы спасения. В них принимали участие поисково-спасательные отряды из Якутска, Татинского и Вилюйского районов. В будущем организаторы планируют усложнить задания, ведь тяжело в учении, легко в бою.